Здравствуйте, в эфире информканал «Самара». Меня зовут Сергей Гуров. Мусульмане встретили один из двух главных праздников – Ураза-Байрам. Об этом мы будем говорить сегодня с гостем студии. Это председатель регионального духовного управления мусульман Самарской области Талиб Хазрат Ярулин. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, встретили Ураза-Байрам. Что означает этот праздник? Этот праздник означает радость того, что люди имели возможность получить довольствие Всевышнего, так как этот месяц – месяц благодеяний, месяц прощения грехов, месяц добра, и люди в этот месяц стараются больше делать благо для других людей. И вот совершалось ежедневное разговение, люди из своих средств выделяли определенную сумму для того, чтобы накормить людей, то есть сделать разговение. И к этому призывает наш пророк Мухаммад, мир ему, благословение Всевышнего. Он говорил о том, что делайте разговение. Когда сподвижники говорили о том, что мы же не такие богатые, чтобы ежедневно кормить других людей, то он сказал, говорит, даже кусочек финика, либо глоток воды, либо глоток молока способствует тому, что вот как будто вы накормили людей. И вот получите награду. Какая же награда ожидает мусульманина за то, что он сделал разговение? Награда такова, что пост, который соблюдал человек, вот эта награда будет писаться тому, кто сделал разговение. Но и у человека, который соблюдал пост, тоже ни на грамм не уменьшится. То есть такую же награду получает и он. Поэтому люди старались как бы делать вот эти благие деяния. Также просили прощения у Всевышнего. И также еще была ночь предопределения, Кадр-Кич называется она, в которой была возможность получить награду за деяние более 1000 месяцев поклонения. Потому что эта ночь, она спрятана, вот в этом году 29 дней, обычно 30 дней бывает месяц Рамазан, потому что мы живем по лунному календарю. И вот как бы то, что вот в определенную ночь не обозначена какая-то ночь, люди ждут этой ночи, вот есть признаки, то, что будет умиротворение, что спокойная погода будет, ветра не будет, никаких движений не будет, звезды падать не будут. И вот люди ждут этой ночи, и в эту ночь они читают Коран, слушают Коран, там, читают какие-то религиозные книги, делают поклонения. И вот за счет этого Всевышний награждает награды, которые равна 1000 месяцев поклонения, более 1000 поклонений. Поэтому вот люди старались и вот в мечетях проводить время. Но обычно это приходилось на 27-ю ночь месяца Рамазан. И вот в эту ночь делалась особая молитва. И люди старались вот как бы получить довольствие Всевышнего. Поэтому надеемся, что Аллах вознаградит людей, которые искренне это делали, и получат его довольство. А сам Ураза-Байрам что означает? Ураза-Байрам означает то, что человек совершенствуется. Вот, к примеру, ну, сейчас вот начинается весна, начинается лето, и люди, ну, обычно это женщины, конечно, хотят привести себя в форму, соблюдая диеты, ходя на фитнес. Да, это форма, поддержание формы, но мусульмане вроде делают то же самое. Вроде они, ну, как бы на диете, в светлое время суток не едят, не пьют, но это не физический процесс, это духовный процесс. Потому что это подтверждение веры, то, что человек, дав слово Всевышнему, то, что я намереваюсь продержать сегодня вот в светлое время суток этот пост, и он как бы соблюдает этот пост, ну, как объяснить то, что ты, например, если дал слово Всевышнему, ты его нарушить не можешь. Если дал слово человеку, можешь там где-то какую-то хитрость сделать. Да, схитрить. Да, где-то там спрятаться, покушать, а потом прийти и сказать, я соблюдал пост. И никто не может возродить о том, что нет, ты не соблюдал, если ты явно этого не нарушал. И получается то, что вот это истинное подтверждение веры, вот этот пост.
Вот мы радуемся тому, что Аллах дал нам возможность вот в Ураза Байрам как бы сделать дополнительное поклонение. У нас есть, ну, прошла вот такая молитва, которая читается именно вот в праздничный день. И люди собираются с семьями, приходят в мечети, и потом уже после окончания молитвы они приходят домой со своими родственниками, со своими друзьями, отмечают этот праздник и радуются тому, что Аллах дал нам возможность вот, получить его удовольствие. Вот именно в этом заключается смысл этого праздника. Какие слова при этом принято говорить? Ну, Мубарак, Рамазан Мубарак, то есть с праздником Рамазан, то есть вот такие. Но мы как бы и в начале праздника радуемся приходу, и в конце. Но радость и огорчение у нас одновременно получается. То, что мы радуемся, что человеку была дана такая возможность искупить свои грехи и получить довольство Всевышнего. А второе огорчение, то, что этот месяц ушел. И вот доживем мы до следующего месяца, получим ли награды, вот еще такие, которые обещаны. Вот человек уже огорчается от того, что вот этот месяц ушел. И говорится о том, что если бы люди знали, какая награда ожидает человека за этот пост в месяц Рамазан, он бы просил, чтобы этот пост продолжался всю жизнь. Как правильно его встречать? Как правильно? Как правильно встречать Ураза Байрам? Ну, с утра, с вечера необходимо как бы сделать омовение дополнительное, также одеть чистые одежды, в нарядном виде прийти в мечеть. Вот у нас в 4 часа 30 минут читается утренний намаз. Каждый день, вот сейчас, вот на данное время. И начинается это с утреннего намаза, потом мы проводим проповедь, говорим, а потом уже после восхода солнца, когда солнце немного поднимется, уже читается вот этот праздничный намаз, который мы провели, и с большим количеством людей. И люди разных национальностей приходят в мечеть для того, чтобы совместно делать поклон. И здесь вот нет разограничения, ты какой нации, либо какой статус у тебя, там, богатый, ты бедный. Вот Всевышний всех равняет. И он говорит, что я создал вас из одной пары, расстелил по всей земле, для того, чтобы вы познавали друг друга, узнавали друг друга. И наилучший из вас тот, кто более богобоязненный. Поэтому здесь вот богобоязненность, она в первую очередь влияет не нация какая-то или еще какой-то статус твой жизненный, а именно вот то, что человек искренен в своих действиях. И мы видим таких людей, которые искренне и поклоняются, и стараются делать такие благие дела не для показухи. Не для показухи, даже иногда стесняется того, что называешь их имена, то, что вот спасибо таким людям, помогли или что-то. Вот они стесняются даже того, чтобы их это имена стало известно. Да, чтобы их имена где-то произносились. А какие традиции? После праздничного намаза люди идут домой, в гости. Что должно быть на столах? Ну, на столах обычная, как бы, традиционная еда, которая принята у каждого народа. У нас это обычный суп, например, да, потом чпичмаки, также балеш делают на праздничные застолья. Ну, фрукты обычные, сухофрукты бывают. У других народов, там плов, к примеру, да, либо там еще какие-то свои национальные блюда, традиционные. Поэтому здесь нет каких-то ограничений так сказать, в еде. Но опять-таки это должно быть халяльное. Халяль – это разрешенное. Всевышний много нам дал как бы разрешенного, но из неразрешенного, из харама мало дал, но люди по своей натуре хотят вот что-то такое запретное. Да. И вот люди, как я говорил, что запретный плод сладок, и люди, которые не крепки в вере, они иногда могут позволить себе что-то такое запретное. А вот когда человек соблюдает пост, он уже
как-то воодушевляется, очищается, и уже у него нет такой привычки, такой тяги к тому, чтобы сделать что-то, ну, употребить что-то плохое, запретное. Поэтому здесь вот на столах обычно у нас все халяльное, и люди посредством этого как бы, ну, воодушевляются и очищаются. И вот можно привести такой пример, что вот если есть дорогая машина, и вот если ее заправить некачественным топливом, то она может и поедет, но будет ездить плохо, и может испортить этот автомобиль. Также, если человек, например, питается харамным, то как бы он не выглядел хорошо, то изнутри вот человек уже, ну, как бы деяния его будут плохими. Поэтому вот необходимо и хорошим топливом заправлять машину, чтобы она хорошо ездила. И также мусульманин должен питаться халялем для того, чтобы перед Всевышним выглядеть, ну, достойно. А как определяется праздник Ураза-Байрам? По какому календарю? Да, мусульмане живут по лунному календарю. А лунный календарь, он короче солнечного на 10 или 11 дней, в зависимости от високосности. И каждый год у нас вот праздник смещается. В этом году у нас совпало практически вот с Пасхой православной, с которой мы поздравляем тоже христиан. Как бы уже, например, на следующий год, на 10 дней уже будет ближе к зиме. И вот ежегодно смещается, вот за 3 года, например, на 1 месяц у нас уже будет смещение. Иногда спрашивают, почему же так? Почему не сделать, вот, например, там, чтобы зимой пост был и все. Некоторые люди, которые, ну, еще, ну, как бы не созрели в вере, да? Таким людям ответ, то, что мусульмане не проживают не только у нас в России, а проживают во всем мире. И если бы у нас был, например, пост именно зимой, да, в короткие дни, то где-то на другом конце света там будет лето, и было бы им обидно, то, что вот, да, почему же так, вот где-то там в России короткие дни, а у нас там длинные. В Австралии, например. Ну да, там жаркие какие дни. И поэтому вот из-за этого Всевышний уравнял всех, и вот за 30 с лишним лет у нас делается оборот вот, полный. И вот, вот этот как бы календарь, который лунный, вот, наступил месяц Шавваль, это уже последующий месяц, и в этот месяц есть желательность соблюдения поста еще дополнительного. И говорится о том, что если человек соблюдал пост в 10 дней в месяц Шавваль, то ему пишется награда, как будто он соблюдал пост целый год. И поэтому люди искренне верующие, они пытаются и хотят вот провести вот эти дни тоже в посте, для того, чтобы получить вот именно такие награды, которые обещаны. То есть, получается, праздник 1 день, и уже после этого можно поститься снова? Да, вот 1 день праздника, и вот завтра уже, например, начинается, можно соблюдать вот эти дополнительные посты. Хорошо, а есть ли традиции дарить какие-то подарки на Ураза-Байрам? Ну, да, то есть, когда собираются родственники, близкие, друзья, делаются подарки. Ну, обычно это либо какие-то головные уборы бывают, либо там платки бывают, либо съестное что-то детям, какие-то игрушки. То есть, нет таких каких-то предпочтений именно вот такое. То есть, что обязательно вот такое надо подарить. Да, ну там бывают религиозные книги, Коран дарит, например. Ну, кто чем богат, так сказать, тот, что хочет давать, тот и дает. Но опять-таки только разрешенный, то, что разрешено в исламе. И вот ну, это праздник того, что мы собрались все вместе. Родственники, близкие собираются, если у них есть возможность, если они работают. И вот как бы этот праздник совершается как бы, ну, со всеми вместе, в семейном кругу. И вот у нас еще есть такая традиция для того, чтобы детей привлечь. Отдельный праздник делаете? Да, отдельный праздник, да. То есть вот мы уже где-то 5 или 6 раз делали праздники такие.
с намерением того, что, вот, например, дети знают другие праздники, там, Новый год, к примеру, день рождения, там, 8 марта, 23 февраля, то есть они эти праздники знают и ждут. Но они светские. Нет, светские, но они ждут этого праздника, что вот будут подарки какие-то, еще что-то, празднества будут. А здесь получается, что они видят, что родители пошли в мечеть, пришли, собрались, покушали вроде совместно, и все. Они не чувствуют такого масштабного праздника. Духа праздника. Да. А вот мы для них делаем, ну, это детско-семейный праздник, на который приходят люди с детьми, с семьями, и для них организованы разные батуты, горки, там, игровые площадки, сцену организовываем, где и речи говорим, и там, конкурсы устраиваем, и спортивные мероприятия устраиваем. То есть для детей делаем такие как бы, торжества, да. И делаются бесплатные угощения, там и плов есть, и мороженое есть, и ну, всякие сладости. Люди от души вкладываются в это дело для того, чтобы обрадовать детей также, потому что дети – это наше будущее. Как мы воспитаем своих детей, получим такой результат в будущем. Поэтому хотелось бы, чтобы и дети наши были воспитаны не только в религиозной сфере, но и чтобы порядочность была, чтобы люди были образованными. То есть мало того, что человек религиозен, но он еще должен быть и светски образован. И вот мы также стараемся привить детям качество именно вот мусульманина. Потому что мусульманин – это тот человек, от которого ни от его слов, ни от его рук никто не страдает. Даже животные, например, не должны страдать от рук мусульманина. А в этом году когда, где будет детский праздник? Этот праздник мы обычно проводили на лыжной базе «Чайка», либо на лыжной базе «Динамо». Но в этом году решили провести именно вот на территории соборной мечети. Это будет в субботу. Проводим этот праздник с 10 часов утра. Ну, всех приглашаем, приходите. Да. Будем рады. Да. А раз уж заговорили о молодежи, сегодня в Самарской области много мусульман ориентировочно? Ориентировочно где-то 200-250 тысяч мусульман. Да, очень приличное паство. Да, да. И как молодежь воспринимает мусульманские традиции? Ну, они, конечно, соблюдают и стараются. Вот мы сейчас видим преобладание молодежи в мечетях, то, что молодежь, которая как бы воспитана в свободном государстве, которое позволяет изучать религию, соблюдать религию, они более как бы образованы в сфере религии относительно пожилых людей. Но пожилых людей мы как бы чествуем в плане того, что благодарим их за то, что они сохранили эту религию во времена атеизма, во времена того, что запрета, то, что это опиум для народа, говорилось в свое время, да? Но люди все равно сохраняли хотя бы вот эти зачатки этой религии, да? И сейчас они как бы передали нам. И вот если бы их не было, если бы они не соблюдали, то мы не знали, что сейчас делать с религией. А слава Богу, то, что вот они сохранили, передали нам, вот мы сейчас пользуемся плодами ну, вот их трудов, их веры, их трудов, да, то, что они сохранили. И вот сейчас, слава Богу, есть возможность обучаться, есть возможность соблюдать, то есть строятся мечети, есть возможность прийти, нет ограничений того, что почему ты пришел в мечеть, например, как раньше было. Все это ну, сохраняется и приумножается сейчас. И вот то, что вы говорите, спрашиваете, сколько народу, здесь народу, слава Богу, достаточно для того, чтобы поклоняться, но поклонение должно совершенствовать нрав человека. И пророк Мухаммад, мир ему, благословение Всевышнего, говорил: я пришел в этот мир, чтобы совершенствовать нрав человека. Не заставлять его там поклоняться только, а за счет поклонения, чтобы человек совершенствовался нравственно, чтобы он был не только богобоязненным, но и
культурным, чтобы он хорошо учился, чтобы он хорошо работал, чтобы от него никто не страдали, то есть в плане, например, соседи, там еще кто-то, родственники, близкие, чтобы не было такого, чтобы человек кичился своей религией, что вот я вот религиозен, а ты там нет, и вот за счет этого были какие-то разногласия или что. Каждый человек соблюдает религию для себя. То есть эта религиозность не должна быть показухой, а именно вот внутри, если эта религия будет, то проблем с этим не будет. Если человек именно хочет где-то, грубо сказать, нарисоваться, то, что вот я религиозен или еще что-то, а то иногда бывает вот на празднике, вот на Сабантуй, например, да, человек одевает какие-то религиозные атрибуты, там, чалму, например, оденет, либо тюбетейка оденет, но в то же время смотришь, он там ест свинину, либо сидит, курит и пиво пьет, и еще что-то. Это уже как бы насмешка над религией. Поэтому мы и говорим о том, что если уж вы грешите, тогда хоть атрибуты своей веры не используйте, чтобы не порочить эту религию. Потому что люди потом могут подумать, что оказывается, да, можно. Вот все можно, оказывается, что нам рассказывали до этого. Неправда. Да. И, Тарик, у вас есть возможность сейчас обратиться к мусульманам Самарской области с поздравлениями. Дорогие соотечественники, хочется поздравить всех с праздником Ураза-Байрам. Пожелать здоровья, самое главное, благополучия, богобоязненности. Чтобы Аллах принял наше поклонение, простил наше прегрешение, чтобы дал жизнь нам до следующего Рамазана прожить в благочестии и в хороших делах. И хочется еще просить Всевышнего, чтобы Он вознаградил нас, каждого, за наши посты, за наши благие деяния, и чтобы обрадовал тем, что ведет в рай через определенные двери, которые называются Райян, и чтобы все мы там оказались вечно. Еще раз с праздником. Ассаляму алейкум ва рахматуллах ва баракатуху. Спасибо. Спасибо большое, что вы пришли, рассказали об Ураза Байрам. С праздником вас. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Спасибо, Сергей. Спасибо. До свидания.